І ми будемо говорити далі з Ольгою Корносовою, російською опозиціонеркою. Будемо говорити більше за ці публічні висловлювання російського президента, які ми чули після його зустрічі з французьким президентом Макроном, який відвідав спочатку Москву, а потім Київ. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Давно не виделись с вами, где-то лет 6 назад на Крым-реалиях был эфир. Конечно, украинские медиа больше всего уделили внимание вот этой достаточно пошловатой фразе «нравится, не нравится, терпи, моя красавица», которая в оригинале вроде звучит как «спи, моя красавица». Но вообще господин Путин давно известен своими подобными гопническими, если так говорить этим языком, высказываниями. Вы можете нам напомнить, они касаются, наверное, не только Украины, и вообще, как на них не реагировать, или вообще не стоит реагировать на подобного рода высказывания? Ну, честно сказать, Путинке это слышать неприятно, потому что все-таки президент такой большой страны, как Россия, мне кажется, должен вести себя более подобающе своему статусу. И, собственно, эта пошлая частушка, известная еще с советских времен, но я не знаю, может, конечно, он в связи со своим возрастом подзабыл ее полностью, но как бы, собственно, мы ее помним, поэтому как-то каждый раз, когда он что-нибудь такое говорит, ну, вы помните, еще в самом начале своего правления, это известная фраза «мочить в сортире», ну и периодически что-то подобное он и дальше говорил. Конечно, не красит это, не красит. Как-то, мне кажется, надо аккуратнее быть в своих высказываниях и искать все-таки другие аналогии, не пошлые частушки, а есть, собственно, пословицы и поговорки, если ему так хочется. Ну, а если уже серьезно говорить, то касалось это требований выполнения минских договоренностей. У Путина какие-то большие страхи о том, что Украина каким-то образом хочет избежать выполнения минских договоренностей, а понимание этих минских договоренностей у всех очень разное, и понятно, что в Украине навязать эту модель, которая дальше развилась в формулу Штайнмайера, но практически для нынешнего общества, наверное, очень будет сложно, особенно идею возвращения попытки Донбасса на условиях фактической автономии, проведения выборов фактически под дулами российских автоматов и без контроля со стороны Украины. Каким образом реагировать и какой ответ должен быть с украинской стороны, в этом случае публичный, по вашему мнению? Ну, собственно, то, что минские договоренности такая достаточно вещь сложная, было понятно практически в момент еще их подписания, что и для той, и для другой стороны есть пункты, которые являются невыполнимыми. Почему они были подписаны? Ну вот подписали. Я думаю, что Петр Порошенко их подписал, потому что это был достаточно тяжелый момент, и нужно было хоть о чем-то договориться. Ну, соответственно, Россия подписала так, потому что читают, собственно, так, как они читают. Что делать в такой ситуации? Надо понимать, что все-таки Владимир Путин, у него достаточно трепетно относится к формулировкам, записанным на бумаге. Не случайно, если вы обратили внимание, он так подробно касался всяческих соглашений, которые Россия подписали там с НАТО, с Евросоюзом и так далее. Все-таки он заканчивал юридический факультет Ленинградского государственного университета, поэтому он все время за какие-то бумажные тексты старается зацепиться. Я думаю, что надо посмотреть, все-таки там есть конкретные пункты, и не все пункты невыполнимы, даже если смотреть с точки зрения украинской, все равно есть те пункты, которые выполнять можно. Поэтому надо с чего-то начать. А дальше вести диалог и сближать понимание тех пунктов, которые понимаются по-разному. Я понимаю, что разговаривать с Кремлем неприятно, но единственная альтернатива переговорам — это война. А мне кажется, воевать — это еще хуже, чем вести переговоры даже с неприятным собеседником.
Ну, если вы говорите, что Путин так внимательно относится к бумажным формулировкам, то прежде всего тогда надо обратить внимание на те же формулировки, которые, по-моему, до сих пор признаются российским государством. Это большой договор между Россией и Украиной. Там четко признаются границы обеих стран. Там уж более четкого договора, наверное, нету. И там ни Крым, ни Донбасс не являются частью России. Поэтому как объяснить это и наличие тогда такой вот украинской прискіпливости к Минским соглашениям, которые не являются даже соглашениями с юридической точки зрения, и наплевательски относятся к договору, которые подписаны президентами стран и ратифицированы парламентами. А вот такой он переменчивый. Ну, на самом деле, если без шуток, то он пытается все время всем говорить о том, почему произошла история с Крымом, почему, соответственно, Россия так поступила, и никто в мире этого не признает, потому что Кремль не признает преемственности украинской власти, да, и все время толдычит о том, что власть была получена в результате государственного переворота. Но я бы обратила внимание, что даже тут есть позитивные пункты, потому что вот как раз на переговорах с Макроном Путин подтвердил, что потом все-таки выборы состоялись. В любом случае, последующая власть, а именно Петр Порошенко и Владимир Зеленский, уж точно является легитимной. Поэтому, конечно, в его прочтении, в прочтении Владимира Путина, они использовали вот этот период, когда они почему-то решили, что, так сказать, власть можно не признавать, чтобы совершить то, что они совершили. А так, конечно, я с вами совершенно согласна, что довольно-таки нелогичная и непоследовательная позиция. Но маемо то еще маемо. Ну и последний вопрос. Это с украинской стороны постоянно есть такое недопонимание части даже оппозиционной русско-либеральной, которая молчит фактически об угрозе войны. И когда мы слышим много рассуждений на эту тему, почему британцы и американцы нагнетают обстановку и нагнетают ее массово во всех своих средствах массовой информации и контролируемо. И посмотрите на поведение Франции и Германии, которые, наоборот, не хотят нагнетать. И даже украинский президент говорит, не нагнетайте. Но если упростить все, но при этом же Россия стянула войска к границам Украины. То есть вот этот контингент, по разным оценкам, 140-150 тысяч, он же появился с российской стороны. Не британские же, не Джонсон с Байденом сказали этим войскам со всей России, в том числе с Дальнего Востока, в том числе тыловые части и части, которые должны обеспечивать там, разворачивание полевых гарнизонов и госпиталей. Это же все с российской стороны делается. То есть откуда вот такое усложненное понимание того, что происходит? Вы спросили про оппозицию, я сначала вам ответил про Путина, который ответил на этот вопрос французской прессе в духе советской пропаганды, а у вас негров не линчуют. Да? Он говорит, Украина тоже стянула, и тоже у них 125 тысяч человек на границе стоит. Так что в этом смысле он даже признал, что российские войска там тоже имеются. Но, знаете, если говорить о том, какие настроения в России, тут даже дело не в оппозиции, а вообще, если брать общую статистику, то, конечно, большинство россиян войны не хотят. Они могут не хотеть войны с разной формулировкой. Кто-то боится, что Зеленский тут сейчас все разожжет, кто-то понимает, как все на самом деле устроено. Но в любом случае большинство россиян воевать, конечно же, не хотят. Именно поэтому я все время говорю, что вероятность горячей войны минимальна. Подрастает она естественным образом из-за того, что действительно градус противостояния возрастает, и люди находятся в соприкосновении фактически. Может быть просто вероятность какого-то случайного развития событий. Именно поэтому нужно все-таки пытаться заниматься деэскалацией. И, собственно, не случайно Кремль, понимая, что общественное мнение в России как бы пропагандой там на уши лапшу не вешали, тем не менее общественное мнение в России категорически против войны. Поэтому и вероятность военного развития событий, я считаю, все-таки не слишком высокой. На мой взгляд, на сегодня это 5-7%.
Дякую. Це була Ольга Курносова, російська опозиціонерка, яка нам спочатку прокоментувала всі ці вульгарні висловлювання російського президента щодо нашої країни. Далі ми йдемо на новини. Вже за 15 хвилин повернемося до студії.